Спасибо. Спасибо, уважаемый Спасибо. Борис. Спасибо. Да. Что ж, будем ждать, когда Россия проиграет и, может быть, станет нормальным правовым демократическим государством. Сейчас я хочу дать слово члену правительства Чеченской Республики Ичкерия, государственному секретарю Абдуле Артаханову. Надеюсь, он слышит меня. Спасибо, Аминат. Не государственному секретарю. Все время государственный секретарь в Америке, у нас государственный министр. Ну, государственный министр, извини. Да ничего страшного, я в шутку. Я еще раз приветствую всех. Очень эмоционально, очень бурная, насыщенная фактами речь, как со стороны Юрия, так и со стороны Бориса. Спасибо вам. Я долго не буду задерживать ваше внимание. Я приведу несколько таких важных моментов, которые после подписания договора о мире 1997 года, 12 мая, делали видные общественные политические деятели. В частности, я сегодня выскажу мнение американского юриста профессора Бойла, который расценивал этот договор как признание России независимости Чеченской Республики Ичкерия де-факто. И основывался профессор Бойл на том, что в тексте договора официально употребляется термин Чеченская Республика Ичкерия, что этот договор содержал ссылки на международное право как на основу двухсторонних отношений и целиком, полностью был составлен по форме межгосударственных договоров. Вот это момент, который сегодня Ахмед нам зачитал из своей книги, об исключении из текста договора Хасавюртовских соглашений, это, конечно, стоило нам многого, потому что после 1996 года показалось, что вот эти уступки федерального центра, зафиксированные принятым в Хасавюрте принципами определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия, это, по сути, было признание, Россией поражения в этой войне, в этой двухлетней войне. Относительно договора, Борис Толмахин очень четко сказал несколько раз, что договор с Россией не стоит и той бумаги, на которой она написана. В этой связи Новодворская очень четко и ясно в одно время, по-моему, это было в тот период, когда мы подписали договор, она высказалась по поводу веры, верить, не верить этому договору или подписантам этого договора со стороны Москвы. Она четко и ясно сказала, можно ли верить вот этому договору, и Ельцину, когда спросили, если бы мне поставили бы такой вопрос, мне можно верить. Она вот, я на слух говорю, мне можно верить. Москве, Кремлю, Путину, Ельцину никак, никогда. Вы верьте, как вы верите в своего Аллаха, верьте автомату Калашникова, она так сказала. Верьте автомату Калашникова. И вот это будет ваше спасение. И последнее, что я хочу сказать о предательстве политиков, западных политиков, в частности, их либерализме и продажности. И хотелось бы сказать пару слов. Время честных и сильных политиков в Европе, да и целиком в мире, по-моему, закончилось смертью выдающегося и мужественного политика Вацлава Гавела.
с тех пор европейская политика была превращена в разменную монету. Кто кого назначит, кто сколько получит. И ярким тому примером вот этот пример Шрёдера, который после своих полномочий канцлера Федеративной Республики Германии стал одним из, скажем, идеологов России в Европе. Я еще раз благодарю, что вы сумели найти вот слова в поддержку. И не случайно, Юрий, вы говорите, нам надо совместно. Вот полтора года назад мы с вами связывались с инициативой исключения России из Совета Безопасности ООН, в который она незаконно вышла. Вы, в частности, у себя с политиками говорили, но тогда никто не понимал. Сейчас настала эта необходимость. Юристы, международники, политики честные могут сегодня доказать и показать всему миру, что Россия сегодня находится в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций незаконно. И в этой области нам предстоит работать вместе. Я благодарю еще раз. Спасибо вам за все то, что вы делаете ради достижения нашей общей победы над русизмом. Спасибо. Марко, спасибо тебе, Абдалла. Теперь хочу представить вам нашу дорогую гостью Инну Курочкину, которую, кажется, весь интернет-мир знает. Она такой яркий, принципиальный борец за правду, справедливость. Мы ее очень уважаем, и я лично поздравляю ее с тем, что она теперь гражданка Чеченской Республики Ичкерия и получила паспорт гражданина. Дорогая Это бомба Инна. после Новодворской. Да. Вам слово, дорогая Инна. Спасибо, дорогие. Быть гражданином – это легендарная, совершенно символическая для меня награда. И, конечно, это дает, все события, вот эти последние, они так совпали, что они дают такую надежду. Несмотря на то, что происходят сейчас такие трагические события в Украине, все это вместе дает надежду на окончательный развал этой проклятой империи зла, которая всем обрыдла, которая всему миру уже так досадила, что предпринимаются действительно настоящие реальные шаги не только на словах, но и на деле. Слава Украине! Я хочу сказать, что только что я вернулась, где простыла, поэтому простите, если у меня голос будет срываться, с форума в Польше. Это было историческое событие, потому что если еще в прошлом году на Уме в Карпаччо момент отменили, как обычно, и никто этому не удивился, я еще советовалась с профессором Ланцетом, что нам делать. Бунтовать или смириться? Он говорит, конечно, бунтовать. С нашей стороны небольшая диверсия. Но вот Лачин знает, Лачин присутствовал тогда в Карпаччо. Но на этот раз, вы не представляете себе, то есть можно было говорить все, и люди были готовы говорить, и этот форум был создан специально для того, чтобы оккупированные народы этой империи зла, народы Российской Федерации, сказали свое слово. То есть люди приехали из Кёнигсберга, люди говорили о Татарстане, о Башкортостане, о Бурятии, о Карелии. Это был невероятный такой праздник флагов, и люди говорили о том, как мечтают уже отделиться от
У Инны, по-моему, проблемы с интернетом. Да. Что? Проблема с интернетом, видно, голос пропадает. Сейчас слышно? Да. Я хочу сказать, что это было такое единение всех народов, и все друг друга понимали, и за исключением одного человека. Это был, опять-таки, русский либерал, простите, Илья Пономарев, я не знаю, либерал он или кто, но это единственный человек, который говорил, что опять будет море крови, если Российская Федерация будет распадаться. То есть это уже, это было какое-то, знаете, его даже никто не слушал, потому что это было стыдно вообще произносить. Какое море крови, какое там пленение содружества народов. Это вот эта шарманка, которую они пытаются опять запустить. Вот это, кроме после путинских рашистов, вот эти люди самые опасные на сегодняшний момент люди, потому что надо обязательно четко разграничивать вот менталитет этих людей. Если они готовы говорить о независимости Ичкерии, с этими людьми можно иметь дело. Если они начинают отсчет с того, что вот, знаете, сейчас Россия напала на Украину, и вот сейчас мы начнем бороться с Путиным, кровавым режимом, вот с этими людьми ни в коем случае нельзя иметь дело, потому что все пойдет по кругу. И я уже приводила в пример то, что люди не хотят вот этой правды. И очень болезненная тема о Звяте Гамсахурдии. Когда я приехала в Прагу и услышала несколько раз от очень уважаемых людей, которые именно связаны с российским либерализмом и демократией, я услышала от журналистов «Радио Свобода», от русской службы, от некоторых сотрудников «Мемориала», от некоторых диссидентов русских, что Звят Гамсахурди – это фигура, ну, так скажем, я не буду повторять, что они говорят, некоторые даже оскорбительные эпитеты. Я не понимала, как они могут это говорить, почему. Сейчас я уже все понимаю. Сейчас я понимаю, что тогда это была атака именно на Звята Гамсахурдию, как на носителя исторической памяти, который все это время, начиная от всю эту историческую память пронес, и он был олицетворением вот этой свободной Грузии, с которой Кремль сразу же стал сражаться уже в декабре 1991 года. И поскольку ассоциируется Звят Гамсахурдия и Джохар Дудаев со свободным Кавказом, с миром на Кавказе, Кремлю тогда необходимо было бросить эту дезинформацию, что, оказывается, на Кавказе все передерутся, если не Великая Россия, которая всех мирит. Понимаете, это сейчас опять начинается. Опять очень надо быть внимательным, и надо рассказывать, надо распространять эту информацию, что первой жертвой дезинформации Кремля стал Звят Гамсахурдия, потом Ичкерия, Джохар Дудаев. И это пытаются спрятать до сих пор вот эти так называемые российские либералы на Западе здесь, которые сейчас подняли бело-синий флаг будущего. Они хотят просто поменять Путина на какого-то прекрасного нового лидера, и они считают, что этим решают вопрос. То есть и вот, когда Собчак оказывает, что является счастьем, а что несчастьем для кубинского народа. Леонид Парфенов, который бессовестно приезжал тогда в Тбилиси и рассказывал, что ну, все устали от патетики Звята Гамсахурдия, это просто повторяется одно и то же. И сейчас вот сотрудники Радио Свобода, такой человек, как Игорь Померанцев, например, поэт и человек, которого уважают, да, вот за его демократические взгляды и либерализм. Это человек, который просто ненавидит Звята Гамсахурдия, он его 80-летие с маслянистыми глазками, понимаете? Там очень серьезная сидит вот эта вот
какая-то имперская шовинистическая заноза, которую необходимо вытащить. Это надо объяснять людям, потому что, ну, когда вы говорите, знаете, Радио Свобода, русская служба ведет себя как-то не очень. Они не захотели взять фильм о независимости Ичкерии. Почему? Ну вот ответьте себе на этот вопрос, почему. Значит, там что-то не так, с чем надо еще разбираться, потому что если мы с этим не разберемся сейчас, опять все пойдет по кругу. В России потому что эти российские либералы и демократы, даже на Западе, они не заинтересованы в распаде России, в чем мы все заинтересованы. И Януш Бугайский написал книгу, она скоро выходит. Она так и называется «Недогосударство. Руководство к распаду Российской Федерации». Это правильная книга, где он раскладывает по полкам, как именно она должна распасться с политической точки зрения, с экономической, с геополитической, с религиозной, которая пойдет от народов. Народы живут в мире, не вмешивается проклятый Кремль и Лубянка. И вот это надо понять, и надо вот эту границу объяснять, что нельзя говорить, что Путин оккупировал Россию, и вот бедные россияне сейчас мучаются, и вот они вообще прекрасные, свободолюбивые люди. Нет, россияне, русские, это шовинисты, у них в природе заложено пренебрежение к другим людям. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Я встретила 2 поляков вот сейчас на форуме. Один из них оказался мне просто, знаете, как будто он мой брат. То есть у нас по всем направлениям все совпало. Он собирается снимать фильм про Звяда Гамсахурдию, тоже как его оболгали. Он видит эту проблему. Про Ичкерию. Он сам провел несколько лет на обеих войнах. Он все прекрасно знает. Мы как брат и сестра встретились. На следующий день еще один человек, который занимается кафе. Ему было очень интересно, чтобы я сделала с ним какую-то программу, и он начал мое знакомство, со мной знакомство, потому что сказал, ну, вы знаете, Звяд Гамсахурдия, он сошел с ума. Я говорю, это очень вообще то, что надо было сказать, вот меня встретил, зная, как я сейчас просто отстаиваю память Звяда Гамсахурдии. Вот надо было с этого, то есть такая дезинформация, такая пропаганда, что вот эту связку Звяд Гамсахурдия, Джохар Дудаев, свобода Кавказа, независимость Кавказа и то, что экономическая база способствовала тому, что это будет самый процветающий регион на всем постсоветском пространстве, это то, о чем говорил Джохар Дудаев. Это надо все объяснять и рассказывать, на это надо сейчас огромные силы бросать. И вместе с Украиной, которая, конечно, уже побеждает, она побеждает уже по всем параметрам. Мы вместе должны работать над этим, чтобы не допустить реваншизма вот этих имперских сил, которые придут просто под другим. Спасибо большое за внимание. Слава Украине! Спасибо, дорогая Инна. Да, я сама, можно сказать, столкнулась с российскими либералами, демократами. Вначале они мне показались очень талантливыми, умными, такими борцами за правовое, демократическое российское государство. Да, говорили они красиво, но их поступки почему-то говорили о том, что вот эта советско-российская шовинистическая фундаментальная закваска у них, она не ушла и не уйдет, потому что они воспитаны той системой. А говорить слова о свободной демократической правовой России очень просто, потому что это пока им выгодно. А когда им не станет это выгодно, они уже будут по-другому. Единственным демократом, во всяком случае таким очень ярким, была Валерия Новодворская. Она говорила, для меня любимые мои мужчины – это Гамсахурдия и Дудаев. Вот это, вот, понимаете, это о чем-то говорит. Спасибо, Инна. Теперь я хочу дать слово нашему дорогому другу Лачину Мамишеву.
Он сегодня осуществляет и техническую сторону нашей встречи. Он является режиссером-документалистом, большой друг наш и большой патриот своей страны и всего Кавказа. Пожалуйста, Лачин, вам слово. Спасибо, уважаемая Амина. Я всех приветствую. Уже до меня наши друзья, можно сказать, что все очень четко описали. Я хочу начинать с того момента, с выступления моей дорогой сестры Инны о русских либералах. Вот с подобным случаем я встретился. Недавно в поддержку Украины в Берне проводили митинг. Там, значит, такой русский либерал с флагом, только синей полоской. Там почему-то красный убрали. И я подошел, мне стало интересно, а что за флаг? Это флаг России. В общем, мы красный цвет убрали. А почему? Ну, он символизирует кровь. А вот, например, флаги Грузии, Азербайджана, Чеченской Республики, Ичкерии у нас тоже есть кровь. Но только наш кровь отличается тем, что это кровь наших шахидов, кровь наших мучеников. Это кровь Звияда, это кровь Залимхана Яндарбиева, Аслан Масхадова, Джохар Дудаева и всех наших генералов, которые погибли, Полат Гашимова. И я когда у него спросил про Чеченскую Республику Ичкерии, он видит Чеченскую Республику Ичкерию как субъектом России. И на моем канале это видео есть, немножко я с ним жестко как-то поговорил. А вот то, что этот русский либерал, Пономарев, по-моему, да, Инна сказал фамилию, так выступает, это ничего удивительного нет. Я лично и ему тоже сказал, этому либералу, которого видел Берна, что я не верю ни одному русскому либералу. Потому что давайте посмотрим на высказывания всех либералов, демократов русских. Навальный, который назвал грузинов грызунами, кавказцев крысами, из которого, не знаю, вся мировое сообщество сделало такого псевдогероя. Тот же Ходорковский, который открыто говорил, что Северный Кавказ – это наши завоеванные земли. И в случае войны я возьму в руки оружие и пойду воевать. Тот же Милов, к большому, не знаю, счастью или несчастью, вот в Карпатце, Польше в прошлом году, когда вместе с Инной были, я не знал, что он так выражался о Дудаеве, о его правительстве, что бандитское правительство Дудаева. В общем, все они, знаете как, у них там либерализм, демократия до какого-то красной линии. А эта красная линия является Чеченской Республикой Ичкерия. У любого русского демократа, когда спрашиваешь, Чечня – это Россия, сразу говорят, что да. Что касается русского мира, к большому сожалению, в 90-х годах, когда все эти трагедии у нас на Кавказе случилось, весь мир отвернулся от нас. И я где бы ни был бы, в каких мероприятиях я бы не принимал участие, я всегда всем это напоминаю. А больше всего я говорю о Чеченской Республике Ичкерии, потому что я считаю, что весь мир провинился перед этим народом. Маленькая страна, когда началась война, ядерная держава напала на маленькую страну. У меня вот до конференции Аминат сказал, что у меня тут есть один знакомый, европеец, говорил, когда война началась, мы с лупой на карте мира искали Чечню, где она находится. И вдруг эта маленькая страна, миллионный народ, который сражался и показал всему миру, каким должен быть настоящий воин, ядерную державу поставил на колени. Естественно, русский мир это не мог переваривать, и поэтому они вынуждены были заключить этот мирный договор. И я всегда почему говорю о проблемах чеченцев намного больше, чем о проблемах своей страны, о проблемах Грузии, о проблемах всего Кавказа, потому что чеченский народ, ни один народ в мире не пережил такую трагедию, как они пережили. Депортация в 1944 году, 23 февраля. И во время Второй мировой войны, когда сыновья Чечни воевали против фашизма, в деревне Хайбах стариков, женщин, детей живьем подожгли.
А когда они писали письма в свои дома, своим семьям, получали ответ: не существует такой жилой пункт, деревня. А что касается завершения, я хочу просто описать русский мир, каким я его вижу. И тут наши коллеги говорили о распаде России. Это, да, неизбежно. И я очень в это абсолютно убежден в этом, что это очень, скорее всего, произойдет. Иначе существование цивилизованного мира останется под вопросом. Даже если Россия заключит мирный договор с Украиной, как это сделал с Чеченской Республикой Ичкерии, я уверен, что они наберут силы, они снова будут нападать. И на этот раз это будет намного страшнее, чем нынешняя украинская война. С русским миром надо обращаться. В русский мир, все мы знаем, была такая советская, российская телепередача «В мире животных». Русский мир можно описать только выпуском о гиенах, которые ждут самого подходящего момента, чтобы порвали льва, тигра. И русским миром надо обращаться так, когда русский Иван, когда доходит до кондиции, начинает своему собутыльнику задавать вопрос: а ты меня уважаешь? Если скажешь, что я тебя уважаю, все, он пойдет дальше, будет дальше наглеть. Если наберешь свою смелость, как следует врежешь ему, отправишь глубокий нокаут, он встанет, потом скажет, что извини, брат, я виноват. Так что Россию мы все должны всячески содействовать, использовать все наши силы, наши ресурсы, чтобы мы тоже хоть маленький эпизодический роль сыграли в развале этой империи зла. Иначе нам мира не видать. Инна сказала то, что Пономарев говорит, что будет море крови. Мы в этом море крови уже плаваем столетиями. Так что для нас имеет малого значения. Этого крови будет немножко больше, немножко меньше. Огромное спасибо всем. Спасибо. Спасибо за ваше мнение, уважаемый Лачин. Я хочу просто поблагодарить всех наших участников, которые сегодня говорили открыто, искренне, эмоционально, но от души. Самое главное, сегодня есть люди, которые не сегодня начали говорить о существующих проблемах, когда весь мир позволил это говорить. Эти люди, наши участники, все эти люди, которые об этом говорили еще десятки лет назад. Есть те, которые десятки лет назад говорили, есть те, которые много лет назад говорили. Но их отношение к этой трагедии, к этой проблеме было точно такое же. Они понимали, что до тех пор, пока мир не осудит Россию за трагедию в Чечне, что Россия будет продолжать совершать преступления. Да, можно говорить, что система давлеет над этой массой, которая называется русские. Мне кажется, что Инна права. Эти системы, эта масса, она создает их. Путин был просто исключительно востребован сегодняшним российским обществом. И несмотря на проливаемую кровь, и несмотря на то, что русские или Путин фашистствует в Украине, у которых находятся родственники в этой стране, они, однако, верят Путину и поддерживают Путина, и желают ему победы. Это люди, они должны лишиться самого главного, не жизни. У них есть понимание, что это самая большая страна. Это самая большая страна и самое большое население, и ресурс у них все самое-самое. До тех пор, если сегодня, исходя из того, что Россия делает в Украине, мир не сделает и не лишит этих людей этих самых-самых по территории, по ресурсу, мы не требуем, мы не должны
жаждать крови, убийства от всех этих людей. Это Кадыровы могли. Кадыров-старший, который призывал чеченцев убить каждого 150, каждого чеченца убить 150 русских. Джохар Дудаев всегда говорил о мире. А кумиром у русских стал Ахмад Хаджи Кадыров, который призывал убивать русских. 150, каждого чеченца он призывал убивать 150. А Джохар Дудаев говорил, нам нужно выстроить отношения, чтобы мы жили нормально, чтобы мы сосуществовали, чтобы мы дружили. Но выбор русское общество сделало в пользу Кадырова. Вот это показатель состояния, душевного состояния этого общества. Я понимаю, когда какой-то рязанский мужик говорит о том, что Джохар был бандитом, наслушавшись и подверженный вот этой российской пропаганде, но когда об этом говорит Милов или Ходорковский, интеллектуалы и либералы, которых весь Запад носит на руках, когда они говорят о том, что был дудаевский преступный режим, это вот показатель вот этого состояния души этого общества. Они должны лишиться этого. То есть они должны, эта страна должна трансформироваться какое-то. Если это Пономареву не нравится распад России, будем говорить трансформация России. Россия должна трансформироваться во что-то другое, чтобы они сами жили, и они другим дали жить. Чтобы вот он не находился в Польше и в изгнании, и в то же время, находясь в изгнании, они умудряются защищать сегодняшнюю Россию. Это не сегодня началось. Это еще с белой эмиграцией. С белой эмиграцией Советский Союз начал войну против Польши вместе с Гитлером. А белая эмиграция стала вливаться в военные силы, в армию, в советскую армию, с тем, чтобы сохранить великую Россию. Их изгнали, но они потом решили пойти на службу тем своим собственным палачам. То есть нужно, чтобы эта страна географически и территориально изменилась, и после этого они будут жить нормально. И для них это должно стать благом трансформации. И я уверен, что наши друзья и сегодня украинский народ, благодаря украинскому народу, весь мир сегодня понял, что с ними нужно разговаривать только таким образом, каким они разговаривают. Если он шантажировал 15 лет ядерной дубинкой, то сегодня ему очень четко дали понять. Борис Джонсон и Байден сказали, хорошо, если ты хочешь дубинкой помахать, помашем все вместе и посмотрим, во что это вы. И что произошло? Самая главная стратегическая задача Путина, оказывается, это не допустить мировой войны. Чтобы война закончилась на Донбассе и в Луганске. То есть Джохар Дудаев, опять-таки, я возвращаюсь, он всегда говорил, с Иваном можно дружить в тот период, пока у него течет кровь из-под носа. Как только засыхает кровь, нужно дать по носу, чтобы она потекла. А если спросит, за что, сказать, было бы за что, убил бы. Вот тогда он с нами дружит. А в других случаях дружбы с русскими не получается. Не получается дружбы с русскими на равных. Если ты его плебей и пехотинец, как сегодня Кадыров, он тебя будет облагоденствовать, да? Он будет служить тебе, дарить тебе подарки и позволять тебе, возвышать тебя, делать тебя академиком, героем и супергероем. Но если ты захочешь с ним говорить на равных, то ты враг, преступник и злодей, и террорист. Так что всем участникам огромное спасибо. Я вам всем признателен. И я уверен, что мы все вместе, иншаллах, победим это зло. И мы будем жить нормально и с русскими, и с другими людьми, которые признают за нами право жить на этой земле. По-своему, по своей религии, по своим обычаям, по своим традициям. И мы им будем позволять делать то же самое. Амна, спасибо, и, дорогие, всем вам огромное спасибо. Спасибо, Ахмад. Я хотела сейчас вспомнить в связи вот с твоими словами высказывание одного чешского политика. Он был сенатором на Чехии, потом был членом Европарламента. Однажды он был в Вильнюсе на нашей конференции.
Яромир Штетина, замечательный человек, который много раз бывал воюющий против России, Чечении, и назвал своим лучшим другом, когда журналист спросил, кто твой лучший друг, он назвал чеченца. Исмаилова, кстати. Асланбек Исмаилов, да. Да. Я знаю, его знаю хорошо. Да, так вот этот Яромир Штетина, там было большое интервью, и вопросы задавал российский журналист. И среди многих вопросов такой вопрос был, что вы думаете о русских? И Штетина сказал, русские, говорит, если ты с ним сидишь за столом, выпиваешь, говорит, там водку, закусываешь, они, говорит, братья. И мы, говорит, так хорошо дружим, у него, говорит, душа нараспашку. Но как только, говорит, вопрос касается, говорит, его державы, российской державы, то в русском человеке просыпается шизофреническое существо. Этот русский себя ассоциирует с российским государством. И вот тогда, после вот этого интервью, я помню, задумалась, я не находила людей, живущих в других странах, или среди чеченцев, ни одного, который бы себя ассоциировал с государством. Человек себя ассоциирует с родиной, с землей, где он родился, вырос, со своим языком, со своим домом, родителями, но никак не с государством. Вот это суть русского человека. Для них держава, тем более огромная, самая большая в мире, для них это большой почет, это большая гордость. Пусть он будет в нищете жить и в доме, где протекает крыша, где у него нет ни воды, ни электричества, но он зато гордится своей большой державой. Вот таков вот, к сожалению, русский человек. Мед Муртазалиев. Я извиняюсь, надеюсь, ты простишь меня. И тебе слово. Я просто, в принципе, приветствую всех. Я не претендовал, что я очень люблю слушать больше, чем говорить. 2 слова только. Большое спасибо всем участникам, что нашли. Аминат, ты наше все. Тебе дай Бог здоровья. Инна Курочкина, Лачин. Кто у нас еще по списку? Сейчас открою. Юра, Мираб. Да, Мираб, Тюхла, Абдул Хаким, Юрий. Очень признателен вам, Борис. Очень признателен вам, что вы нашли время для участия в конференции. Единственное, хотел сказать нашел притчу одну индейскую о 2 волках. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу 2 волков. Один волк представляет зло, ненависть, зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, добро и верность. Об этом говорил старик своему внуку. И внук, тронутый словами своего дедушки до глубины души, со словами, обращаясь к деду, задумался и спросил, а какой волк в конце побеждает? И старик улыбнулся и ответил, всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Просто чеченцы на всей протяжении всей своей истории ломают многие алгоритмы, стереотипы, которые существовали или существуют в мире. При первом вторжении России в Чеченскую республику кормили, к сожалению, Россию, российского волка, но не чеченского волка. Но чеченский волк все равно победил в этой страшной борьбе. Ну, скажем так, выжил. Победа это назвать трудно после уничтожения 99% населенных пунктов, социальных, государственных институтов. Ну, мы выжили, да. Вот. И хочу, сейчас уже вопрос в Украину у нас, да, на повестке дня. Сейчас все поддерживают Украину, чтобы украинцы не расслаблялись. Побеждает тот, за кем истина и за кем правда, да. Поэтому вам сил и терпения. С уважением смотрим на то, как вы противостоите тому врагу, с которым воевала наша страна. Практически 12 лет активных боевых действий проходила. А по поводу конференции 25-летия, которое подписание мирного договора,
Это была проделана большая работа. Я был в то время еще студентом первого курса. И наше правительство пыталось найти точки соприкосновения с окружающим миром после войны и с Россией. Ну, я хочу сказать, что то видение, которое было у меня на тот момент, я видел, как наше правительство пытается спасти свой народ от уничтожения, что все делает для этого. И была какая-то надежда. И сейчас мне уже 43 года. И я рад тому, что наше правительство продолжает двигаться в этом же направлении и не опускается до каких-то низменных возможностей там, влияния на Россию там, и так далее, что абсолютно адекватно оценивает ситуацию политическую и принимает решения абсолютно адекватные и выстраивает дружеские отношения со своими стратегическими партнерами, как в Грузии, так и в Украине. Всем спасибо за внимание. Всех благ всем. Спасибо. Спасибо, Магомед. Я всех вас благодарю за участие в нашей конференции. Желаю всем здоровья крепкого, благополучия. Надеюсь, мы встретимся в другой раз. Слава Украине! Слава Грузии! Слава Азербайджану! Слава Ичкерии! Слава всем народам! Слава Литве! Слава Украине! Пусть все народы будут жить в свободных странах, без войн, без противостояния, счастливые и здоровые. Слава свободным людям. Слава свободным людям, да.